Изначально меня пригласили на выставку сельского хозяйства и животноводства в город Сунжа, но на днях в Сунже, в республике Ингушетия, произошла большая трагедия и случился страшный, здравствуйте, пожар, про который я хотел бы рассказать вам в этом выпуске. Друзья, всех приветствую в Хамди, меня зовут Артем, и это видео будет немножечко грустное. Я всегда поступал и поступаю по соображению совести. Я большой друг для республики Ингушетия, для всех ингушей, 6 лет с ними дружу. У людей здесь крик души, им хочется помочь. Ну а вы, как всегда, перед просмотром подпишитесь, поддержите лайком. У меня есть отдельная рубрика про Ингушетию, ей уже 6 лет. И, конечно, пишите в комментариях свое мнение. И, может быть, вы сможете как-то помочь людям здесь, так как меня смотрят разные люди, да? Ну вот, сегодня будет такой грустный выпуск. 1 мая в Сунжи около 12 ночи произошел страшный пожар на местном рынке. По данным МЧС, общая площадь горения составила 1300 квадратных метров. В результате пожара пострадали 4 человека. Один из них находится в больнице, трое отказались от госпитализации. На месте происшествия были оперативно задействованы силы и средства Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Ингушетия в количестве 72 человек и 20 единиц техники. Глава Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматов осмотрел территорию и пообщался с владельцами торговых точек, сгоревших в ходе пожара, и глава региона отметил, что расследованием причин возгорания занимаются на данный момент правоохранительные органы. Слава богу, в нем никто не пострадал, отделались ссадинами, порезами, ушибами, там, мелкими ожогами. И то в основном пострадали пацаны, ребята, парни, мужчины, которые помогали там спасать товары и так далее. И животные тоже не пострадали. Я здесь увидел кошку, маму с маленькими котятами, смотрите. Сидят. Да, мяу. Вас спасли и кормят здесь, смотрю, хорошим китикетом. Вы знаете, это одно из самых посещаемых мест в городе Сунжа, городской рынок. И здесь пожар случился ночью, 1 мая. Представляете, это праздник. Я даже боюсь представить, если бы пожар произошел днем, какая бы здесь была трагедия, сколько бы было пострадавших. Вот. Но я вот прямо сейчас стою в самом эпицентре, да, где все и началось, возгорание. Сейчас этот вопрос решают правоохранительные органы, структуры и прокуратура. Но то, что я вижу вокруг, это, конечно, катастрофа. Вот. Сгорело все. Были абсолютно новые ряды здесь. Убытки миллионы рублей, но самое главное, это сохраненные, конечно же, жизни. Я знаю, что по этому вопросу приезжал глава Республики Ингушетия Махмуд Али Макшарифович Калиматов, а также зампред Республики Магомед Евлоев, который уделил много внимания, не спал, он постоянно здесь находился. Ребята, пацаны местные, ингуши, мужчины, да, вся Сунжа, кто здесь был, помогали тем, у кого горела, так сказать, продукция, вещи, вытащить, как-то сохранить. Некоторые поранились, попали вот в больницу от порезов стекол, да, там от небольших ожогов. Их Магомед Евлоев посещал, конечно, все под контролем местной власти. Мне просто хочется, знаете, как-то помочь людям. Здесь все до слез, вот, особенно у женщин. Потеряли все за одну ночь, не знают теперь, что им делать. Рынок, к сожалению, сгорел полностью и весь. И вот сейчас мой подписчик, очень хороший приятель Зелим, расскажет, как они с парнями здесь, местными пацанами, мужчинами помогали. Это мой друг, подписчик Зелим, который живет в замечательном городе Сунжа, кстати, где находится аэропорт. Я часто отсюда улетаю. И вот как раз таки Зелим был свидетелем этого страшного здесь события. Зелим, расскажи вкратце, как ты вообще узнал о пожаре? Это было ведь ночью, я думал, ты спал. Да, это было ночью. В это время, вот пожар начался где-то в часиков в 11 ночи, приблизительно 11-12 час ночи. Со стороны трассы было видно, что что-то горит, но никто не ожидал, что горит сам базар. Подошли поближе, увидели вот эту вот картину, что начал гореть весь базар. Из-за того, что вызвали пожарных, пожарным не было места подъехать на базар, потому что все точки здесь закрыты, только пешеходы могут зайти спокойно. Начали тушить со всех сторон, куда можно было подъехать машиной. Мы, соответственно, с парнями, которые были здесь свидетели, начали заходить в базар, вытаскивать оттуда вещи, чужие вещи, как бы. Что успевали, то вытаскивали на сторону улицы Гродненской, выкладывали туда. Ну, большинство товара, как видишь, все сгорело.
Просто я из социальных сетей зампреда Республики Ингушетия Магомеда Евлоева увидел, что кто-то тут из ребят пострадал в каком плане, когда, видимо, помогали, да, Да, спасать скорее вещи, всего, да, когда порезался, и кто-то оказался в больнице, по-моему, да, да, и есть такой, есть один человек, когда Да. заходили в магазин, разбивали окна, чтобы зайти в магазин и вытащить товар. В тот Мгм. момент, скорее всего, он порезал руки себе. да, и Магомед посетил, он был в Да, он был в больнице. больнице. они там- Да, и, кстати, опять же, из всех, кого я знаю, там, депутатов, чиновников, политиков, только Магомед Евлоев здесь был, вместе, по-моему, с главой Республики Ингушетия, да, с Махмудом Алимом Шариповичем Калиматовым, которые пообещали разобраться по справедливости во всей этой истории, ну и, конечно, помочь тем, кто Ну, в первую пострадал и очередь, да, потерял. там, в первую очередь нужно помочь как бы людям по возможности. Подтверди мои слова, как я, когда шел сюда по рынку, я говорил, что в Ингушетии проблемы с работой. Да, это 100%. Что люди здесь на чем Ну, зарабатывают? здесь люди нам Вот. больше что на торговле На зарабатывали, торговле. и каждого человека практически, кто здесь работает, кто торгует, это как бы хлеб на жизнь. И Больше еще самое главное, Другого дохода у них и нету. я же не обманул, что сказал, что у ингушей большие семьи. Это да. Вот. И всех нужно что делать? Кормить, Кормить, обувать, покормить. одевать, учить, ну и так далее. И рынок это, соответственно, важная составляющая, да, Да, вашего большинство народа. ингушей И у вас, этим да. занимаются. Вот, поэтому нужно быстро решать этот вопрос. По Но мере я возможности. надеюсь, да, даст Бог, все решат по справедливости и восстановят. На самом деле здесь можно за неделю все это разобрать, вывести все это, да, и поставить новые торговые ряды. Но будем наблюдать за дальнейшими событиями. Я закрыла магазин, ушла домой, и 12:30 мне позвонили, сказали, что базар горит. Я, правда, сразу, мне сказали, что я позвонила к знакомым там по соседству, сказали, что наш ряд полностью сгорел, и сюда ехать не стоит уже. Я не приехала, я приехала 6:30, в моем магазине ничего не было. Все сгорело. Одни стены остались, и потолок рухнул. Вот. У меня был чисто турецкий товар, я только турецким товаром торговала, они все знают. Ну, около 2 миллионов у меня там был товар. 2 миллиона рублей. Было, да. Приблизительно было, да. У меня сейчас я в возрасте, я не могу это все держать в голове. Приблизительно так было у меня. А у вас? У меня была детская одежда из Турции. Тоже чеки, все там. В Там магазине все пострадало. осталось, там все осталось, сгорело. Все У меня все сгорело. квитанции были Ничего под там не столом. осталось у нас. Со Всё стола ничего сгорело. не осталось. Ничего не осталось. В час ночи я узнала, мне позвонил брат. Сказал, что рынок горит, что ты спишь? И я сразу приехали, ряд уже был пустой, там только металлом был, и все, больше ничего не было. Все, больше ничего. Так, смотрите, а какие у вас есть предложения? Что вы хотите? Нам помогли. Да, чтобы нам помогли, хотя бы оказали помощь. Да, оказали помощь. Чтобы мы... У нас же это хлеб, можно сказать, оказали наш хлеб. помощь. Смотрите, все эти женщины, которых вы видите на видео, они здесь работали. У них большое горе, потому что потеряли, можно сказать, хлеб. Вот. Я очень бы попросил сейчас местную власть Республики Ингушетия, я знаю, что вы будете смотреть, им помочь. Потому что это ваши сестры по религии, это ваша кровь. И простому народу нужно помогать. И они не виноваты в том, что произошло. Это не их вина. Да, ну так вот по воле Бога случилось. Но когда наши люди, да, мы не делимся, попадают в беду, нужно что делать? Помогать. Вот я к вам приехал, чтобы показать, рассказать, привлечь внимание, чтобы вам помогли. 30 лет, больше даже тут мы же. Считаем, мы здесь и днем, и ночью были. У всех, как говорится, и по 15 миллионов. Годы я на этом базаре Да, стою. мы 96-го. давно тут стоим. Я с 92-го. Ну, 30 92-й. лет. Да. Да. Всю жизнь, Я, да? например, 30 лет тут Мы стою. собрали, все у нас пострадало. Еще самое главное для нас, знаете, вот нам помочь и помочь нашим хозяевам, чтобы они построили нам и под ключ отдали нам И еще магазины. на товар деньги дали нам. Да, потому что столько лет мы стоим, я тоже стою с 96-го года. У нас Мы хозяине все- очень хорошие. Наши все вложения в этих магазинах, все. И сумму, конечно, определить мы не можем, потому Конечно, что мы мы не каждую считаем. неделю под реализацию и наличными долга, все возили с Пятигорска, с Москвы. Все чеки, все тетради у нас там. Все сгорело. Главное, нам помощь каждому, кто работал на этом рынке. И, конечно, нашим работодателям. Потому что они тоже же такие же, как мы, рабочие. Просто нам построить, да, магазины и отдать всем под ключ.
Вот это для нас главное. Я благодарен, что вы пришли сюда. Я сам являюсь вашим подписчиком. Много раз слушал вас внимательно. Наши проблемы здесь, у нас проблем в Ингушетии, помимо этого, много. И Прыганный район, про это вы говорили много. Это, вот сейчас вот эта беда, который рынок сгорел здесь. Я хочу еще сказать, здесь города служат пожарные, которые участвовали в тушении, не дали возможность дальше, чтобы этот пожар сильно возгорелся. И ребят, которые со мной там участвовали в спасении там имущества чужое, ну, что могли, мы сделали, оказали помощь. Я хочу благодарить всех ребят, которые пришли. У них там нет ни магазинов, ничего. Они спасали, что могли, помогли людям спасти. Хотя все, большинство сгорело, но часть какой-то все равно люди смогли спасти. Я хочу их тоже облагодарить. И пожарные, которые лезли на крышу горячую, которая горела, и остановили пожар. Не дали ему еще, чтобы она сильнее. Их тоже. И остальные пожарные, которые сюда пришли. А сюда пришли очень много пожарных. Да. Здесь машин даже посчитать невозможно было. Задействованы были 3 гидранта, начиная этого, вот кончая с той улицы. 3 гидранта, да. 4 даже, да. 4 гидранта были здесь. И мы смогли с помощью Всевышнего Аллаха остановить это с помощью этих Слава людей. Богу. Хочу поблагодарить их всех, которые участвовали. Да. Ну, как говорится, людям помощь просто оказать. Потому что хозяева дома были, а мы здесь рядом живем. Ночь, да, конечно. Да. Вот все, что я хотел сказать. Друзья, я упомянул, что глава Республики Ингушетия Махмут Алимак Шарипович Калиматов родился, вырос, по-моему, здесь, да, в Сунже. Это его родной город. И я думаю, что вас он всех в беде здесь не оставит. Может, сюда пройдете немножко? Ну, давайте. Здесь работаю с 92 года, до этого дня. Вот, наконец-то, вот получилось. Наш труд, вот она. Вот где наш Да, труд. труд сгорел. Да, наш труд За ночь. сгорел. Мы уже молодые были, когда мы здесь работали. А сейчас мы уже под старость ничего не осталось. Под старость ни рубль не осталось. Ужас какой. Вот я тебе сейчас покажу моя магазина. Вот то, что там осталось. Не эти, ни одну нитку. Вот магазины. Вот. Вот. Смотрите, ничего не осталось, видите? Вот я сейчас Все сгорело. прямо иди до конца. Вот видишь, какие они. И вот соседи наши. Вот, Артём, Да. вот мой магазин. Вот, Вот все, ваш, да? что с моего магазина осталось. Вот. Вот Да, то, что вы ничего не видите. осталось. Ничего не осталось. Все сгорело. Я вижу. Видите? Вот это моей соседки магазин. Вот. Да. Вот, Артём, это мой соседки магазин. Смотрите, все сгорело. Все сгорело, да. С 92-го года мы стояли, потом нам эти магазины построили, мы сами все вложили в эти магазины. Сами вложили все. Ну, этот участок был, и мы им платили. Это магазин. Вот у нас было огнетушители. Это у нас ваш. была сигнализация. Видите, сигнализация? Да. Ну, Есть. почему? Почему? Все было у нас, все было, да. Сигнализация, пожар. Сами видите, посмотрите, в Да. каждом магазине огнетушитель находился в каждом магазине. Да. Вот у нас сигнализация. Видите, Да, я сигнализация? снял. Да. Я когда вечером шла домой, я еще заметила, как эта сигнализация моргала, когда я закрывала свой магазин. Ну ничего, не переживайте, все Вот хорошо. моя магазина. Все, что осталось, вот. Ни одну вещь я отсюда не вынесла. Вот Все вещи, вот видите, Да, сгорело. вот сгорели, стоят. пламя видишь? здесь. Даже железо здесь складывается. Вешалки, вот видишь, эти кепочки вот они висят. Главное, люди не пострадали. Я говорю, потому- Смотрите, вот здесь целых 5 рядов полностью сгорело. Полностью. Так как пожар был ночью, вот даже видите, вот да, вы будете снимать, вот груда металла. Люди ничего не смогли вынести. И, эльхамдулилла, главное, жертв нету. Вот целых 5 рядов сгорело. Вот на этом ряду тоже 6 мой ряд, магазин. 6 ряд. Да. Там крайний, с той стороны, 6-й. Вот все сгорело. И мы что хотим? Вот ваше видео будут смотреть многие предприниматели, богатые люди, президенты. Разницы нет уже. Чтобы нам помогли. Вот. И еще, вот нашим работодателям, им же еще труднее. Это наш хлеб, наша жизнь, наша работа. Главное, что мы хотим, нам помочь, и чтобы нам построили вот эти магазины под ключ. Тогда уже будет нормально, мне кажется. Вот это вот наше пожелание. Вот как вы можете, вот так передайте, Да, пожалуйста. конечно, вас уже услышат. Да. Вот такие вот дела. А вот снимайте, видите, вот это вот то, что осталось. То, Железо, что вы осталось. видите, плавилось здесь. Вот эта Железо груда плавилось. железа осталась. Красивые сделаны. Да. Все. Новое все было, да? Да, все новое Да. сделано, очень капитально сделано, очень хорошо сделаны магазины были. Ну все сгорело здесь. Да. Все вот так, пожар, перевернул Да. здесь всё. И главное, вы же видели, вот все, пожар, безопасности, все у нас было. Люди забирали здесь железные эти
листы, там, Да. магазины, железные магазины, Да. там, расстояние между... Вот видите, что осталось от этого. Да. Здесь забирают, они потом не разрешили, вот забирают. А там Да. внутри там много железа там лежит. Да. Ну, это сделано, капитальные магазины были. Как это все случилось, мы не знаем. Да. Будет расследование. Ну да, расследование Да, покажет. мы ждем расследования. Вы знаете, что я только что заметил? Вот до сих пор здесь еще все тлеет, догорает. Вот, дым идет. Вы, получается, пожертвовали, да, этим магазином? Вы закрыли, потому что здесь огнеопасные... увидела, что оттуда уже идет Ага. весь горит. И если бы я открыла бы вот эти Да. двери, наверное, Ну да, у много вас здесь пострадавших баллончики, было. да. Поэтому вы решили закрыть, чтобы ничего не взорвалось, одним словом. Ну, что, не перешло туда. И не перешло, да. Да. И просто дело в том, что вот женщина свою точку закрыла, так сказать, пожертвовала, и видите, пожар не перекинулся на соседние точки. Видите, здесь уже целое. Но меня радуют местные жители. Ингуши никогда не сдаются. Вот там чуть-чуть огонь перекинулся на молельный дом, сгорела крыша, и местные мужчины сейчас собрались и, так сказать, делают новую крышу, восстанавливают. И они так же, как и я, сказали, что самое главное, что никто не пострадал, никто не умер, никто не сгорел. Потому что иначе, если бы это днем происходило, могла произойти страшная трагедия для всего народа, не дай бог. Поэтому, ингуши, я вот к вам обращаюсь. Пока вы едины, вы будете непобедимы. Вне зависимости от ваших там тарикатов, убеждений, держитесь друг друга, потому что вы есть только друг у друга. Вы это знаете по истории. Вот такой получился грустный выпуск. Здесь про Сунжу. Мне придется сюда еще раз, наверное, вернуться, чтобы поснимать что-то позитивное. Но я поступил по соображению совести. Не смог я пройти мимо такой большой, серьезной проблемы. Тем более, когда меня смотрят много ингушей. Тем более, я с ними дружу, да. Поэтому Бог меня сюда привел, значит, я должен был это сделать. Ну, и как-то привлечь внимание и помочь ингушам. Я надеюсь, что представители власти Республики Ингушетия будут держать всю ситуацию под контролем. Я знаю, что зампред Магомед Евлоев и глава Республики Ингушетия Махмут Али Макшерипович Калиматов, несмотря на свой график, да, насыщенный, следят за ситуацией и будут помогать тем, чем смогут. Главное, чтобы все было по справедливости. Люди здесь не наезжают на власть, они никого здесь не ругают, просто хотят, чтобы им помогли кто чем сможет. Все по воле Бога, так сказать. Ну, а я буду стараться дальше вам показывать про жизнь Ингушетии. Это был экстренный выпуск, так уж получилось. Не забудьте подписаться, поддержать мой канал лайком, нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Делитесь своим мнением, конечно. Если у вас есть какие-то предложения по помощи, напишите в комментариях, я с вами свяжусь. Ну, а меня по-прежнему зовут Артем, я с вами не прощаюсь. Берегите себя в эти нелегкие времена. Вот дождь пошел, кстати. Увидимся в следующем выпуске. Пока.